Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в селе Айкино. Мы стартанули строительство вот такого красивого загородного дома из бруса параметрами 8х7. Посмотрите, какая у него интересная архитектура. Давайте посмотрим план первого этажа. С чего все начинается? Мы заходим в дом. Зашли, попали на крыльцо, оно крытое. Атмосферные осадки нам за шиворот не падают. Мы спокойно заходим, кладем здесь сумки. Кроме того, мы еще на крыльце можем сидеть, любоваться красотами своего сада, заметьте. Кайфовать. Проходим в дом, попадаем в тамбур. Тамбур сдерживает выход теплого воздуха из дома при открывании вот этой наружной двери. Плюс смягчает температурный переход. Здесь, допустим, минус 30, а здесь плюс 24. Представляете, 0,5 градусов разница на улице и в доме. Здесь смягчается этот температурный переход. Техпомещение. Рядышком, посмотрите, да? Мы зашли, прошли в тамбур и сразу в техпомещение. То есть какая-то грязь, дрова, брикеты заносятся сразу. Не в чистую зону, а сюда. Это практично. Это практично. Это практично. Это практично. Идем дальше. Ой, сколько здесь умного. Заходим дальше. Лестничная площадка. Проходя в дом, мы не отвлекаем, не надоедаем тем людям, которые отдыхают в гостиной. Мы сразу забегаем, допустим, на второй этаж. Молодые забежали на второй этаж и отдыхают в своих комнатах. Удобно? Удобно, особенно в переходный период. Холл, санузел, оперативный санузел и санузел побольше. То есть у нас здесь раздельный санузел. Практично. Кухня и гостиная. Отметьте, техпомещение, санузел и кухня по одной линии. Очень легко вести коммуникации. Легко обслуживать, очень недорого это будет, проведение коммуникаций и вывод, допустим, сюда в септик или кольца. Поднимаемся на второй этаж, попадаем сначала в холл, гардеробная, вещей в доме всегда много, согласитесь. И 2 уютных спальни. Здесь может быть гладильная и вещи, да? Гладите, тут много вещей. У меня, например, очень много вещей, особенно когда семья большая. Очень хорошо, да? Мне нравится. Мне нравится. Еще раз обратите внимание на проект. Он красивый, он оригинальный. Посмотрите. Крылечко. Слуховое окно вот здесь какое. Очень красивый дом. Очень красивый дом. И эта мечта когда-то была воплощена в проект. И уже мечта из проекта превращается, реализуется в жизнь. Пойдемте покажу. Пару слов о технологии строительства. У нас дом на свайном винтовом фундаменте. Между оголовником и самим брусом уложены 2 слоя рубероида в качестве гидроизоляции. Это прекрасно. Далее идет вот такой мощный брус. Это 20 сантиметров. Представляете, брус высотой 20 сантиметров. Вот такой мощный. Потому что он принимает на себя всю нагрузку данного дома и практически равномерно. Хотелось бы, да, распределяет эту нагрузку уже на свай. Второй брус обвязочный. Тоже мощный. Это 150 на 200. Посмотрите разницу, да? 2 обвязочных брусьев нижних, которые обвязывают данные сваи, и обычного стенового, классического. Разница, большая, ощутимая. Это все для надежности. То есть первый брус мощный, второй брус тоже мощный. А мощный еще потому, что мы туда впиливаем мощные балки пола с большого сечения, тоже 20-ка, посмотрите. Полноценно впилены, шикарно. Они рассчитаны на длину пролетов 4,5 метра и позволяют еще сделать утепление 20 сантиметров. Тоже все практично, все надежно получается. Обратите внимание на угловые соединения. Все под карандашик, шип-паз в теплый угол и нагиля в каждом угловом соединении. Все надежно.
Посмотрите, господа, как все четко, да? Как сделан пропил четко, все под карандашик. Идеально. Увеличиваю для вас. Четко, да? Прекрасно. Посмотрите, господа, нагиля с каждой стороны и запил, как четко, да? Под карандашик шип-пас, насколько в притирочку, очень аккуратно. И так каждый узел. Посмотрите. Давайте прогуляемся рандомно. Ну как? Четко, да? Под карандашик, очень аккуратно. Ой, даже виден вот след от карандаша. И как был сделан торцевой пропил, да, четко по карандашу. Сказка. Сказка. А это, господа, что такое вот это? Что за ткань? А это межвинцовый утеплитель. Вот. Широкий, прошитый. Стежка видна, да? 6-8 миллиметров. Вот такой мы укладываем на всю длину пиломатериала, который служит утеплителем. Межвинцовым утеплителем и уплотнителем. Передаю огромный привет всей команде Центра домостроения. Всем бригадирам, всем мастерам и плотникам. Посмотрите, как был четко сделан пропил. Где была черта карандаша, там мы пропилили. Очень аккуратно. И по торцу та же история. Очень профессионально. Потому что сначала чертим, а потом пилим. Вот так венец за венцом и строится ваш дом. Качественно. Очень качественно. Заводи. Смотрите, да? Шик, шик, шик. Прекрасно. Шик, блеск, красота. У тебя золотые руки, Дмитрий. Нормальный мастер, который внутри мастер, в душе мастер, халтуры не позволит, сам себе не позволит. Понимаете? Поэтому получается вот так качественно. Такой внутренний компас есть у наших мастеров,
Вот посмотрите на всех наших мастеров. Вот вы увидите некий такой внутренний компас, направленный на качество. Вот никто же не заставляет, никто же не говорит, там на душе не стоит. А как строятся ваши дома? Шикарно строятся ваши дома. Вижу, шикарная работа. Вот смотрите, технологическое отверстие, да, под нагель. Вот так пойдет нагель. Шикарно. И посмотрите, пожалуйста, на угловое соединение. Опять же, под карандашик все четко, торцевой пропил, да? Ну, показывал. И как сел брус, шипас. Посмотрите. Сказка, да? Как все плотненько, как очень аккуратно, как очень герметично. Мечта. Есть поговорка в народе: если бы не мог, плотник бы сдох. Это когда между брусьями куда-то, да, палец можно засунуть, да, и плотники пытаются скрыть вот эту халтуру и затыкивают чем-либо. У нас, как видите, есть золотые руки. И у нас получается вот так вот все профессионально. Очень профессионально. Это наша короночка. Короночка. Ну вы посмотрите, на какие виды. Тут просто о бесконечном, вечном надо думать. Ну посмотрите, какая красота. Это не вид из наших квартир на соседнюю панельку, да? Или на гаражи, или на какой-нибудь сарай. Или на машины. Ну это не тот вид. А вот посмотрите сюда. Со мной, рядышком. Постойте чуть-чуть. А представляете, сейчас все зацветет. Какой вид будет. Я такое наблюдал в Додзе. Там тоже красивое место очень. И наблюдал в селе Иб. Там тоже Каргарский разрез. Очень такое же устье, такое красивое место. Шикарно, очень шикарно. И здесь тоже очень красиво. Шикарно. Такое в квартире не увидишь. Мы с бригадой Дмитрия работаем с 2014 года. 10 лет. 10 лет, представляете? 10 лет мы вместе каждый месяц, да, вот, строим дома. Каждый день строим дома. На протяжении этих 10 лет. Мысли о бесконечном, вечном. 5. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом, но уже вашей мечты, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Ну и, конечно же, будем рады построить и вам дом вашей мечты, вашей уже мечты. До встречи на консультации. Пока-пока. До встречи. Будем вас ждать.